Слушаем вас. Горячая линия. Журналистка по призванию, но волонтер в душе. Чтобы узнать и прочувствовать все изнутри, Альбина Данилова согласилась стать добровольцем и оператором колл-центра. Работает она уже не первый день и за это время приняла десятки звонков. Мне интересно и настроение людей, и звонки с той болью, с которой к нам обращаются. В основном это женщины, конечно, обращаются с разных улусов. И Хангаласки, Сунтарский, это вот то, что я принимала. В целом интересно это явление. Понимаете, общение с людьми, с населением в такой трудный момент. Нагрузка на операторов горячей линии в разы уменьшилась по сравнению с предыдущими неделями, так как в районах организованы волонтерские штабы, которые уже непосредственно напрямую работают с населением. Конечно же, в первые дни звонков было больше, да, то есть семьи нуждались в поддержке от волонтеров, да, то есть в виде доставки продуктов питания, в виде помощи в быту, да, в дворовых работах. Специалисты принимают звонки с понедельника по пятницу с 9 до 6 вечера без перерыва. По этой линии принимаются только заявки на волонтерскую помощь семьям мобилизованных граждан. Чтобы дозвониться, необходимо позвонить по номеру 122 и нажать 6-ю кнопку. В добровольческий центр «Мы вместе» практически ежедневно поступает гуманитарная помощь для мобилизованных якутян. В стороне не остаются ни сотрудники из госорганизаций, которые работают волонтерами, ни предприниматели. Сегодня привезли мы 118 спальных мешков. Мы раньше сдали 500 с лишним, около 600. И вообще должны 1000 изготовить. Где-то осталось около 200 только. Специалисты Сахастата мы работаем каждый день с начала октября. И в день по 2 раза, по 2 человека мы дежурим. Получается с 10 до 12 и 17 до 19 часов. Сбор пайков, прием гумпомощи, внесение данных в таблицу. Здесь нет лишних рук, все задействованы в работе. В добровольческом штабе идет укомплектование медикаментов для мобилизованных граждан. Здесь есть все самое необходимое, начиная от обезболивающих лекарств, бинтов и зеленок. Даже здесь есть оберег и письмо от школьников Якутска и инструкция по применению всех лекарств. Безвозмездную помощь населению оказывают волонтеры. Благодаря таким добровольцам и неравнодушным гражданам наши земляки ощущают поддержку из Родины. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск.